Здравствуйте! Камыстинская районная библиотека представляет вашему вниманию дайджест «Сокровища древнего Казахстана». Казахстан входит в число мест, где по легендам хранятся несметные сокровища. Как одинокие стражи возвышаются молчаливые курганы, выходящие за горизонт бесконечной казахстанской степи. Немало загадок и тайн прошлого хранят они. Золото. Сколько трагических историй, счастливых и неудачных судеб, жестоких столкновений и кровопролитных войн, сражений, благородства и предательства стоит за этим. Если бы золотые предметы могли говорить, возможно, они поведали бы нам удивительные истории. Во втором тысячелетии до нашей эры на огромных просторах Великого пояса Евразийских степей сформировалась общность племен скотоводов, земледельцев, металлургов. Особое значение приобрели добыча руды и плавка металла, поэтому золотые украшения – частые находки в памятниках этого времени. Височные подвески, как и серьги, несли важную функцию в системе костюма древнего человека. Золотые шедевры властелинов степи. Памятники искусства древних кочевников, изготовленные из бронзы и золота, предметы вооружения и конского убранства, детали одежды, зеркала, культовые атрибуты и многое другое. Золото короны тюркских императоров символизировали абсолютную власть, дарованную верховным божеством. Находки, которые обычно присутствуют в качестве погребального инвентаря тюркских воинов, железные стремена, серебряные украшения, поясных сбруй. Под одним из каменных изваяний был случайно обнаружен клад, предметы вооружения, элементы конского снаряжения, среди них особо отличается золотой сосуд. Все лучшие традиции, выработанные веками, нашли отражение в изделиях казахских мастеров, особенно в украшениях. Казахи использовали многочисленные украшения для головного убора, налобные украшения, височные подвески, серьги, перстни, браслеты, шейно-нагрудные украшения и ожерелья, пояса. Древняя земля Казахстана всегда была сосредоточием богатой и самобытной культуры. Здесь создавались прекрасные творения, которые по праву могут занять достойное место в сокровищнице мировой цивилизации. Но прежде мы сами должны суметь их сберечь и сохранить, донести последующим поколениям.